Обсуждать сегодня мы будем очень важную тему, которая касается автомобилистов. И не простых автомобилистов, а достаточно специфических, тех владельцев авто, которые имеют номера не в кыргызском гражданстве. Это касается машин с абхазскими номерами, грузинскими, армянскими и так далее, что у нас еще можно найти. И способы их легализации. Мы обсуждаем с нашим сегодняшним гостем. Это Руслан Тыналиев, начальник управления таможенной политики Министерства экономики и коммерции. Спасибо большое за то, что пришли к нам. Руслан, в первую очередь, расскажите, пожалуйста, как долго зрела эта идея по легализации автомобилей? Потому что помню, что уже много лет они требуют легализации автомобилей, но при этом этих машин достаточно много, их поставляли все больше и больше, и у них такой очень шаткий юридический статус был. Как вы пришли к тому, что надо что-то переделывать? Во-первых, добрый день, да. Хотелось бы, правильно вы подметили, эта ситуация уже давно назрела, просто по большому счету не было политической воли государства. Вот с приходом нового руководства государства решили все идти уже на узаконивание всех. То есть, если мы живем в правом государстве, должны соблюдать требования закона. Проведен был анализ, который показал, что по дорогам страны ездит много авто, во-первых, с правосторонним движением и с номерами иностранных государств. Хотя у нас уже с 2015 года официально запрещен, да, именно правый руль. Поэтому, проведя анализ, было предложено руководителю нашего государства именно легализовать данные авто. На основании этого указа, который 398 указ от 31 декабря прошлого года, правительству дано указание в двухмесячный срок разработать нормативный документ, который легализует данное авто, и дать возможность до 6 месяцев эти авто легализовать. А есть ли какая-то точная цифра, какое количество таких автомобилей у нас в стране? Несут ли они какую-то ответственность за нарушение ПДД? Все-таки у нас есть работает безопасный город, они нарушают, как выясняется, нарушают очень часто. Что с этой ситуацией? Цифры варьируются. То есть вот там от десятков тысяч машин до 5000 машин. Да? Поэтому мы только, наверное, на основе данной легализации мы только поймем, что это. Почему? Потому что мы должны понимать, что это так называемые армянские номера, да, абхазские номера, это купленные номера за $100, там условно, и поставили их и ездят. То есть сам факт, что это именно армянские номера в 9 случаях из 10 не подтверждается. То есть это... Вы делали запросы? Конечно, конечно. В составе нашей группы есть представители как и ГТС, как и налоговой службы, самого госагентства, также МИД, то есть все госорганы, которые имеют право делать какие-то запросы, да. Поэтому до этого работа проводилась, то, что вот сейчас говорится, то, что около 900 машин находится на автостоянке, да, это не буквально неделю работы. Эта работа шла давно уже. Просто когда стал вопрос о легализации, то есть мы все живем в информационном обществе, то есть люди видят, что тут друг друга переписываются и начинают поднимать какую-то бучу, да. Поэтому просто их пока не трогали, тишина была. Когда началась работа идти, уже начали там уже возгласы в группах недовольства. Мы понимаем все, поэтому мы в конце концов должны прийти к какому-то знаменателю. И я надеюсь, мы с этим выходом двух постановлений правительства, Кабинета министров, внесения изменений в Кодекс Республики, мы до конца года, в принципе, все это приведем к соответствие. А какие вообще предусмотрены основные этапы легализации таких специфических автомобилей? В указе прописано 3 этапа. Это первый этап, это если, допустим, вот так, машина на самом деле была завезена с России, либо завезена с Армении, но гражданин Кыргызской республики ездит на номерах того государства. То есть можно назвать условно добросовестным приобретателем? Да, условно добросовестным, но он не снял с учета там. Понимаете, это так называемый первый этап получается. Но первый и второй этап, они пройдут одновременно. Почему? Потому что если брать добросовестность наших граждан, то раз-два и обчелся. То есть мы не будем ждать. Он идет сам по себе. То есть первый этап мы фактически этим постановлением даем право ему не ездить в Россию, не снимать с учета. Не ездить в Армению, не снимать с учета, допустим, да.
Поэтому так. По второму этапу, ну, анализ был проведен, машины стоят не зря. На автостоянках у них фактически нет документов никаких. То есть ни в Армении, ни в России, нигде не чисто по учету. То есть это такие как привидения, да, такие мифы? Да, они были завезены сюда в виде запчастей, где-то здесь в гараже были сделаны, либо были уже как готовые авто завезенные, но в виде запчастей. То есть я не могу сейчас обсуждать тематику, как они были завезены, но они находятся здесь. Вот по ним будет, это основная масса машин, по ним будет проведена работа, и именно вот все внесение в нормативную правовую базу идет ради них. Мы хотим эти авто узаконить. Третий этап. Третий этап, это который, ну все, дело в том, что на втором этапе одно из требований узаконивания, это будет этот сертификат безопасности конструкции транспортного средства. То есть у нас есть лаборатории, которые прошли аккредитацию по линии Союза, да, там они будут показывать себя. То есть авто, которое там завалено, там, может быть, проволока сделана, да. Ну да, но потом шпакли накидали туда. Да, я сомневаюсь, что там будет сильная проверка, но проверка будет по-любому. Почему? Потому что мы все видим, дорога Ош-Бишкек, как не авария, сразу 5-7 погибших. Именно праворуки машины, завезенные оттуда, да. Поэтому, если они сертификат не получат, машина будет уничтожена на запчасти и так далее. А есть ли разница вот между автомобилями, ввезенными из России, из Армении, из Абхазии, из Грузии? То есть по именно техническим характеристикам? Вот вы перечислили сейчас, что это очень такой странный набор запчастей, которые собираются на месте, либо это сваренные, или они такие, да, в большинстве своем случаев нормальные автомобили? Давайте я сейчас могу так вот кратко объяснить, разделить по странам, правильно? Давайте. Да? Машины, которые завезены с Абхазии в Россию, они завезены по принципу временный ввоз. Они имеют право заезжать, выезжать в Российскую Федерацию. Соответственно, эти машины заезжали в Российскую Федерацию, там на гражданин Казахстана покупал, разворачивался и ехал сюда. Все. То есть, возможно, это настоящее авто, но у нас такого государства нету. Такой страны с такими номерами мы не знаем, да? Армения, многие наши... Страна ЕАЭС. Нет, я скажу так, многие наши лица, которые работали в этом бизнесе, в сером бизнесе, да, они понимали, что Абхазия нет такого государства, они эти же абхазские машины под Армению ставили, как вот эти страны ЕС как бы заезжали. Также под Армению можно было поставить машины с Российской Федерации. В Российской Федерации есть некоторые регионы, не все, где имеют право вождения праворуких авто. Это, скорее всего, это Дальний Восток. Да, наши жители, которые там проживают, и когда добираются до страны, то также ставят номера, либо на российских номерах, поэтому постоянно не указано страна происхождения, просто с иностранными номерами. А есть просто кузова берут, варят в гаражах, как бы, да, так называемые конструкторы. Вот они вот самые опасные. На вид машина качественная, при ударе пополам делится и получается жертва. Да. Понятно. Вы сказали, что уже началась легализация. Какие документы необходимо собрать или вот что предоставить в соответствующие службы? Кстати, кто этим занимается? У нас занимается или непосредственно таможенная служба? Это так, процесс легализации еще не начался. Началось это приведение нормативных правовых актов. Принято 2 постановления, вы сказали? Нет, принят указ, разрабатывается постановление. Я могу даже сейчас рассказать, что первое, это которое разработало Государственное агентство по регистрации транспортных средств, бывшее УНА, да, это именно вопрос легализации. Вопрос уже легализации и оплаты, да. Вопрос уже согласован со всеми министерствами и ведомствами, сегодня внесен в аппарат президента на подписание. То есть там есть какой-то определенный механизм тоже есть, который согласование, но срок у нас есть, это до 8 марта. Мы должны этот документ выпустить. Осталось 2 недели. Да, вот начиная с этого дня, когда будет подписан документ, они уже, лица имеют право свои авто из домов как бы официально в свет вывести его. Да. И представлять через лабораторию, как бы представлять в УНА. То есть первое авто, я вам говорил, без проблем, у них проблем никаких будет.
Вторые, это где в лабораторию проходят, у них, получается, так таковых документов нету. Мы делим, опять же, то есть есть, то есть вот эти авто, которые якобы с Армении, 9 из них это они Абхазии. Мы не считаем, что у них нет документов, нет документов. То есть владельцу нужен как минимум свой паспорт, свои права и, собственно, все, да? Все, да, совершенно верно. И смотрите еще, да, мы вопрос такой, в указе. А по ВИН-коду их пробить? Вот самое главное, что в указе написано, что легализуется авто, завезенное до 31 декабря 2024 года. Понимаете суть? Сейчас люди стараются под шумок вести опять дальше. Большое количество. Ну, дело в том, что на границе у нас стоят пограничники и другие службы, да. У нас есть единая база есть. Поэтому хотел бы читателям, слушателям вашим довести о том, что база есть. То есть, когда он машину свою представит, она к этой базе будет присоединена. Проверка, то есть, когда машина была завезена, будет все известно. Если машина завезена после 1 января, она процессу регуляции не подлежит. Что он с ней будет делать, мы не знаем. Как бы. То есть, она будет только на третий этап, на запчасти. То есть, когда заканчивается сам процесс легализации, со следующего дня ГАИ имеет право, как положено, тормозить машину, все, вопрос уже он ее не легализует. Либо он до этого времени должен вывести ее за пределы государства, либо... Ну, вопрос с автомобилями, допустим, из Грузии и из Абхазии, понятно. Но Армения, Российская Федерация, входит в состав Евразийского экономического союза. У нас ситуация с ними попроще, с машинами, с регистрацией, с постановки на учет или нет? Ну, смотрите, вот, допустим, даже сейчас, допустим, да, я могу купить авто в России, в Армении, снять, самое главное, снять с учета там. Это ключевой. Да, перевести сюда, поставить на учет, приехать на транзитных номерах. Конечно, договор купли-продажи, поставить на учет, пожалуйста. Есть. Но мы рассматриваем это левостороннюю роль. Левый. Правым мы по-прежнему не Все, да, правый. Даже несмотря на то, что если, допустим, условно это, я не знаю, Honda Fit, опять-таки наши ненаглядные любимые, завезенная в 2005 году на территорию России, с правым рулем, все по времени она там выплачивалась. Нет, можно тогда ее нет. будет? Нет. Гражданин России, приехав сюда в отпуск, пожалуйста, это его авто, он из него он приехал, там у нас вот во втором комплекте документов там будет прописано, кто имеет право заезжать, кто не имеет права. То есть гражданин Кыргызстана, он заезжает только на своем авто. Условно говоря, то есть авто России снято с учета для того, чтобы поставить ее сюда. Опять же, видите, как бы, да, мы сейчас все переживаем за состояние экологии в городе. Конечно. Правильно? Состояние пробок в городе. Правильно? То есть, опять же, будет проведена дальнейшая работа, опять же, о том, чтобы машины завозились более-менее по годам соответствующие, потому что не катализатор, ничего. Сейчас же в России такие штрафы ввели, когда невыгодно содержать авто, там, 10-летнее авто, да, оно вроде бы нормальное, и оно куда идет? Сюда идет. Мы все увеличим, там даже сейчас есть авто, которое заходит 30-летнее, понимаете? А мы его обязаны поставить на учет здесь. То есть мы тоже в дальнейшем будем бороться, потому что город не может всех как бы содержать, тем более мы начали свое производство авто. Если так люди будут допущены к рынку с ценой $2000, которое авто пыхтит там и так далее, да, мы тут больше денег потеряем даже на саму борьбу со смогом и так далее. То есть есть возрастное ограничение? Нет, пока его нет. Но вы планируете разработать какой-то НПА? К этому страна придет все равно. Ага. К этому страна придет. Почему? Потому что мы не мусорка. Мы страна, которая должна идти вперед, как бы, да. Даже есть машины, там, 10 лет и выше, как бы, да, но не далеко идти туда. У меня еще такой вопрос по легализации. Будет ли эта процедура платной или бесплатной? Потому что мне, как добросовестному владельцу авто, мне как бы было бы очень неприятно, что мы при покупке, при импорте авто, да, например,
мы платили все таможенные сборы, все налоговые отчисления и прочее, прочее, а эти люди, которые по дешевке приобрели автомобиль, долго и пользовались, да, и бесплатно зарегистрируют его. Как это будет происходить? Недавно мне такой вопрос задавался. По-моему, как мне задается, уже не один раз задается мне вопрос, почему я, а не так, да? Давайте будем говорить так. Мы все одно общество, мы люди, народ Кыргызстана, да? Даже в этой ситуации я вижу, что 95% людей, я не скажу, что они добросовестные покупатели, да, но это тот покупатель, который не искал выгоду при решении той или другой проблемы. Ну, искали выгоду, они искали подешевле. Не, подешевле. Выгоду в чем? Не в бизнесе, а именно выгоду как бы для себя, то есть для своего бюджета. Ну, конечно. Те, кто занимается этим бизнесом и пытаются использовать, да, по ним у меня ничего хорошего как бы положения. Но люди зачастую их используют для работы, то есть служба такси, они используют. Ну, служба такси мы же видим, что сейчас уже МВД вносит изменения о том, что запретить. Да. Но тем не менее, люди эксплуатировали автомобиль для получения собственной выгоды. То есть при этом государство также несет издержки, разрабатывает законопроекты, нанимает дополнительных людей, появляются новые обязанности у служб, да, там технический надзор у сотрудников ГОБДД, у УНА. То есть появляются это издержки, которые должны быть покрыты. Мы Совершенно долго верно. будем заниматься Поэтому пришли к тому, что давайте один раз ограничим. Это постановление вышло со сроком ограничения. Не постановление, а выйдет сейчас, да? Со сроком ограничения. То есть будет единственный срок. Дай бог, это будет последний, не будет такое продление. Почему? Потому что у нас нет такой массовости авто, что люди не успеют. Мы даем срок ограниченный и сумма адекватна. Мы понимаем, что у нас там завезено 90% все-таки не Toyota Land Cruiser, а Honda Fit все-таки завезено. Поэтому сумма будет адекватна в районе максимальной суммы первоначальной постановки на учет. То есть это все будет комплексно, но не более $1000. Ну, то есть в зависимости от объема двигателя, Нет, как всегда? нет. Вот именно с первоначальной Нет, постановкой. в этом плане мы не стали делить. Почему? Потому что, опять же, это, как говорится, 90% авто все они одного типа, и брать там теперь уже до конца справедливо, несправедливо, как бы, да, по отношению к государству, это неправильно. Если ты как бы завез авто чуть-чуть немножко, думая, что обманешь государство, нет. А теперь почему давайте мне по минимальной планке сделайте как его легализовать, так тоже неправильно. Поэтому мы поставили для всех авто, мы предложили для всех авто одну планку, которая, в принципе, так мы же тоже эти группы мониторим все полностью, да, устраивает. У меня такой вопрос. Есть ли экономическая выгода у государства от данной легализации? Однозначно. Однозначно экономическая выгода будет. Во-первых, Ведь данные машины... налог на авто больше не платят. Данные машины на протяжении многих лет вообще ничего не платили. Да. Ни штрафы, ни налог на авто, вы говорите, правильно? Ничего не платили, хотя являлись участниками дорожного движения. И анализ МВД показывает, что из 100% аварий, около 80 аварий правый руль, а из того объема аварий, да, там, можно сказать, 70%, которые вот эти авто, Армения, вот, как вы говорите, другие страны. То есть, по крайней мере, мы их легализовали, они хотя будут стоять на учете, да. То есть они до сих пор не выплачивали Вообще штрафы по ничего, безопасному городу, то есть несмотря на то, что номер считываемый, их найти невозможно. Да. Сейчас с перевешением на наши государственные автомобильные номера этот вопрос решится. Сумма денежных средств, которая будет за первичную регистрацию, да, в принципе, она не маленькая, и учитывая даже минимальное то количество машин, это мы рассматриваем от 5000 машин и больше, сумма значительно для государства идет, да. Еще у меня такой вопрос. Будут ли непосредственно сами владельцы нести какую-то ответственность, выплачивать штраф за не вовремя поставленный на учет автомобиль?
Штрафа не будет. Не будет. Машины конфискуются, и все. Они же, в принципе, по закону, понимаете, вот эти 900 машин, которые сейчас стоят на наших стоянках, да, они же, если бы незаконно были бы, они бы давно бы уже подняли шум, да? Шум поднимается, просто, типа, почему одних арестовали, тех не арестовали, да? Но рейды начали же до выхода всех документов и так далее, поэтому машины стоят, все стоят законно, никто не имеет права их поставить на стоянку, если они законные. Ясно. Спасибо большое за такую интересную беседу. Надеюсь, все у вас сложится. И об итогах мы как раз поговорим спустя полгода, когда легализация закончится, и посмотрим, насколько он успешно. Что-то хотели добавить? Хотел бы добавить, да. Мы должны понимать, что легализация вообще в стране именно на авто идет в первый раз. Вот так. То есть такого никогда не было в жизни. То есть нормативный документ разрабатывается, как получается, без драфта, да, то есть где-то, может быть, и будут такие вот широковатости, да, поэтому сейчас стараемся на то, что до 1 марта, во-первых, на срок до 8 марта, но до 1 марта мы постараемся это с начала месяца, чтобы это все выпустить. В филиалах УНА будет все вывешено, будет, то есть на сайте УНА, МВД мы все это вывесим. Кому обращаться, где находится какой филиал, где находится какая лаборатория в стране, как бы, да, чтобы люди вроде бы все это видят, слышат, потом идешь, опять переспрашивают, как бы, да, все, чтобы понимали. И еще такой момент, пожалуйста, если есть родственники, которые хотят купить машину, завести, пожалуйста, это расход денег, не надо этого делать. То есть давайте подчеркнем, машины, завезенные с 1 января этого года, ни при каких условиях легализованы не будут. Не будут. Конечно, наши будут пытаться что-то делать, там где-то вот, не знаю, мы такие люди, да. И кто сейчас пытается, думая, что я хочу купить авто, какая сейчас легализация будет, да, опять же, не покупайте это авто, вы понимаете, оно технически, они очень слабые. Поэтому, пожалуйста, подумайте о своем здоровье, о себе и так далее. И также я хотел добавить, чтобы данное авто, когда будет легализовано, документы будут оформлены только на одного человека. То есть за рулем машины будет ездить только тот человек, на ком записан техпаспорт. И вопрос купли-продажи с ними будет закрыт? Нельзя? Закрыт, нет. Вот то есть их нельзя будет перепродать? Да, ну, наследство оставить? Раз мы идем на легализацию данных авто, да, должны быть где-то плюсы и минусы. Как бы, но есть ли это ограничение права собственности? Ну, на данном этапе мы это все на одного человека предлагаем. Все понятно. Спасибо большое. Я напомню, что в гостях у нас был Руслан Тальналиев, начальник управления таможенного развития. Таможенной политики, прошу прощения, Министерства экономики и коммерции Кыргызской Республики. Спасибо большое. Спасибо Я вам. со своей стороны прощаюсь, желаю вам всего доброго, прекрасного настроения. Помните, что «Кактус Медиа» любит вас.